Сегодня, 17 февраля, во всем мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Праздник берет свою историю из Соединенных Штатов, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В Якутске провели социальный эксперимент доброты. О его итогах расскажет наш корреспондент Полина Долинская. Как часто люди, которые нас окружают, делают добрые дела? Какова вероятность того, что если нам станет плохо на улице, нам помогут и кто-то отзовется на помощь? Это предстоит нам выяснить в ходе нашего социального эксперимента. В одном известном мультфильме про крокодила Гену и Чебурашку была песня со словами «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». Так ли это на самом деле, нам предстояло выяснить. По легенде, на автобусной остановке девушке стало плохо с сердцем. В психологии есть такой термин, как эффект свидетеля или синдром Дженовезе. Это психологический эффект, проявляющийся в том, что группа людей, оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, не пытаются помочь пострадавшему. Каждый очевидец считает, что помощь окажет кто-нибудь другой. При этом единственный свидетель действует гораздо решительнее, так как понимает, что кроме него пострадавшему помощи ждать не от кого. Многие отмечают, что стоит кому-то одному подойти или хотя бы наклониться к упавшему, вокруг собирается толпа сочувствующих, и они с радостью выполняют конкретные указания. По итогам эксперимента выяснилось, что чаще всего на помощь приходят люди возрастной категории от 30 лет и старше. При этом молодые люди до 25 лет в большинстве случаев просто проходят мимо. Что это? Равнодушие или просто от незнания? Случалось ли вам когда-нибудь оказывать первую помощь человеку, которому стало плохо на улице? Слава богу, нет. Просто не приходилось. Нет. 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 Во время студенческих годов было такое. А почему вы не прошли мимо? Потому что я медик. Это наш гражданский долг. Должны заботиться друг о друге. Нужно ли помогать людям? Уверена, что хоть раз в своей жизни многие из вас задавались этим вопросом. И неспроста. Ведь именно этим отличается мир людей от мира животных, в котором выживает сильнейший. Милосердие – это личный выбор каждого. Самое главное не забывать, что миром правит доброта. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск.